помним мы, так помнить будут нас. И те фамилии ребят на обелисках, что из Афгана не ушли в запас, а в цинке улетели в путь не близкий. Домой в гробу врагу не пожелаю, чтоб сердце сжалось матери родной, лицо с потухшими глазами. Пришел сынок домой, хороший мой. Отец трудяга отвернется, слеза скупая, черное лицо, как страшно, жутко хоронить родителям сынов бойцов. Те обелиски, что стоят на многочисленных могилах, там фотографии ребят, им 18 всего было. Война афганская закончилась давно, но в памяти осталась навсегда. Нас никогда никто не ставил на колени и не поставит на колени. Никогда. Ветеран афганской войны Андрей Исаев не понаслышке знает о том, как теряют друзей на войне. Он не раз сталкивался лицом к лицу со смертью во время выполнения боевых заданий, как и его коллеги-ветераны, собравшиеся в образовательном центре Салихова. Вечная память молодым героям, чьи жизни искалечила война. Именно эта мысль заложена в стихах Андрея Исаева. Поистине патриотичным может стать только то поколение, которое помнит о героизме своих родителей. Именно с этой целью студенты БГПУ и организовали череду мероприятий, посвященных 25-й годовщине вывода советских войск из Афганистана. 12 февраля в рамках декады военно-патриотического воспитания в образовательном центре Салихова для школьников Чишминского района совместно с ветеранами локальных боевых действий прошли торжественные линейка и уроки мужества. Настоящим украшением мероприятия стал марш в исполнении курсантов Уфимской общеобразовательной школы-интерната с первоначальной летной подготовки имени Мусы Гареева. Глядя на них, все понимали, что будущее страны в надежных руках. А в музее генерала Советского Союза Махмута Гареева студенты Института исторического и правового образования вели для школьников уроки мужества. Наша незаживающая память Афганистан. За 45 минут учащимся 8-9 классов средней общеобразовательной школы номер 4 поселка Чишмы рассказали об истории конфликта, о подвигах воинов, массовом героизме, зачитали письма, написанные с трогательной нежностью и любовью 18-20-летними солдатами накануне боя. Приглашенными гостями уроков стали непосредственные участники афганской войны, воины-интернационалисты, уроженцы Башкортостана, Уфы и Чишминского района. Будущие педагоги, конечно, должны знать не только те предметы, которые преподают, а и вот из таких встреч черпать знания, потом заинтересовать этим детей. Патриотизм никто не отменял, и государство стоит на этом, на патриотах. Поэтому спасибо студентам, что организовывают такие встречи, преподавателям. Да, обязательно, такие мероприятия обязательно нужны. Это как-то вот, она отдает молодежи вот дух вот какой-то. Вот такие мероприятия обязательно надо проводить. А 19 февраля в рамках декады, посвященной 25-й годовщине вывода советских войск из Афганистана, в Белом зале университета состоялся конкурс военно-патриотической песни и поэзии «Свято чтим». Из 49 в финал прошли 29 заявленных конкурсантов по 3 номинациям – сольный вокал, вокальный ансамбль и лучший чтец. Певцы в основном выбирали знакомые всем композиции популярных исполнителей, но были и те, кто представил на суд жюри ранее неизвестные песни. Остыл, не зная слез и бед, уходит, прячась за скалою. Не нужен вовсе тот свинец, что ищет крови под ногою. Не забывай о том, что крови у лжи досталось. Не забывай, что от отцов навеки нам осталось. Представительное жюри определило лучших в каждой номинации. Сольный вокал Диана Ахмадеева. Вокальный ансамбль студентов кафедры музыкального образования и хореографического искусства Института педагогики. Лучший чтец Анастасия Жилина. Победителям вручены дипломы и ценные призы. Памятные подарки, музыкальные диски с авторскими песнями для них приготовил и автор-исполнитель, лауреат международных фестивалей военно-патриотической и авторской песни Сергей Шмырин. Афганистан, кружит черный тюльпан над берегом реки.
А 20 февраля научно-творческий форум «С чего начинается Родина» собрал студентов, небезразличных к вопросам патриотизма. Ребята вместе с писателями, публицистами, ветеранами афганской войны рассуждали о том, актуально ли быть патриотом и что нужно делать, чтобы донести идеи любви к родине до подрастающего поколения. На форуме были затронуты многие актуальные проблемы, касающиеся Олимпиады, рекламы, фильмов и сериалов, средств массовой информации, явлений современности, формирующих мировоззрение детей. По мнению собравшихся, общественности предстоит хорошо поработать над тем, чтобы правильно ориентировать детей. И в первую очередь это касается семьи. И особенно грамотно нам предстоит донести до детей знания, полученные от дедушек-ветеранов, которым уже не суждено застать своих внуков и правнуков. В свое время, когда мы были молодыми и еще до Афганистана, ветераны Великой Отечественной войны тоже ведь не думали, что их дети и внуки попадут на войну. И мы не думали, но пока есть государство, есть границы, всегда есть интересы. И, к сожалению, не всегда получается политически решать проблемы. Приходится выполнять приказ, в том числе через боевые действия.